Аль-Бухари, да помилует его Аллах, был бизнесменом. Не думайте, что он просто увлекался книгами. Эти люди не были агентами правительства, которые получали месячную зарплату, сидели дома и писали книги. Нет, это были не те люди, которые получают выгоду от своей работы. У них не было типографии, типа сделайте первый выпуск Сахих Аль-Бухари и возьмите с каждого по $500 и оформите авторские права на него, как делают это некоторые ученые, защищающие авторские права, устанавливающие запреты, что вы не можете публиковать это вновь. И если они узнают об этом в интернете, они прикрывают ваш сайт. Бухари не был таким. Он был бизнесменом, и всем нравилось иметь с ним дело. Как-то у него был караван, и его сын привел его за него, и пришли люди, бизнесмены, и сказали: «Бухари, мы дадим тебе 5000 прибыли с этого». Он сказал: «Хорошо, возвращайтесь домой, и я подумаю». Обычно человек, как в этом случае, не дает четкого ответа. На следующее утро они пришли к нему и говорят: «Бухари, мы даем тебе уже 10 000 прибыли». Он говорит: «Нет, я уже продал это вчера». Как нормальный человек, ты не отказался бы от этого? Разве он сказал: «Да, я принимаю предложение»? Нет, он этого не сказал. Но страх перед Аллахом вызвал что-то неопределенное у него, и он сказал: «Возьми это за 5000, потому что я сказал, что утром посмотрю». Возможно, это был намек на то, что он чувствовал, что это принадлежит им, и он упустил 5000 прибыли. Но как поступил с ним Аллах после? Сколько раз мы говорим Бухари, рахматуллахи алейхи, на собраниях. Он сейчас в могиле, а Аллах возвышает его положение из-за чего? Из-за вышеприведенных вещей. Мы, как мусульмане, не думаем: бойтесь Аллаха, и Аллах заменит чем-то лучшим, чем эти мелочи. Кто-то даст тебе $10 000 из харама, и мы вложим их в харам. 5-10 лет что-то происходит, и Аллах уничтожает это. Альхамдулиллях, брат Адиль сказал, что не собирается покупать дом. Он планировал купить дом определенным образом, но узнал кое-что и сказал: «Все, хватит, я не буду его покупать». Вот так думает мусульманин, и это тоже инвестиция. Если я куплю этот дом, буду получать $500 ежемесячной чистой прибыли в свой карман. Я буду сидеть и ничего не делать, вот и все. Вот так думает большинство мужчин. Но если вы мусульманин, вы скажете: «Нет, Аллах даст мне что-то лучшее». Валлахи ля-азим, Аллах дает тебе что-то лучшее, как сказано об этом в Коране, как сказал это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Так что Аль-Бухари продолжает сегодня свое наследие. Ученые так много говорят о нем, что у меня даже нет времени говорить о том, что они сказали о нем.